вообще обожаю утро, Достар. Утро для меня прям какое-то священное время. Я наполнена сил, энергией, настроения. Утро для меня просто офигительное время. Обожаю утро. Вечер не очень, потому что вечером у меня работа дофига. Мне нужен новый фартук. Новый-преновый. Этот уже мне надоел. Что-нибудь яркое такое, красивое. Итак, смотрите. Сейчас я буду готовить гренки. Тут, короче, яйца, чуть-чуть молоко, соль, перец, чеснок сушеный и зелень. Что из этого выйдет, сама не знаю. Но я решила поэкспериментировать. Вот, я надела новое платьишко. Красиво? Да, только не сутулься. А, кстати, у меня еще новая сковородочка. Вот такая вот красная. Продается в Магните. По карте Магнит она стоила 999, да, Альберт? Ручка продается отдельно. Вот. А ручка сколько стоит, Альберт? Ручка стоит 600. Она универсальная, кстати, смотрите. Она подходит ко всем вот таким вот сковородкам и посудкам. Только как обратно ее поставить теперь? И что теперь? А, вот, легко и просто, оказывается, научиться надо. Или сковородка такая, или у меня плита, блин, с ума сошла, нифига не нагревается. Что-то зеленью у Алан Май придется вот такой стеновал сорвать. Короче, полная фигня, Достар. Мне даже цвет не понравился, когда покупали. Ой, блин. Да, он какой-то вот кара-кара, вот такой ощущение, вот, и не чугунный, он какой-то простой дешевый алюминий, что ли. Дешевый алюминий. А когда покупали хин ахса, даже я Я потому что видел. Когда узнал, что ручка еще алтыхантара, не хотел брать, Альберт. Ты не еще. Я видел, что она плохая просто. Ой, иди отсюда, блин. Иди нахер. Короче, я не знаю, или я не разбираюсь в сковородках, Достар, но почему-то, вот когда я жарю, он не жарится, понимаете? Вот мы же привыкли картошку жарим там с корочкой, да. Жарим вот гренки, он почему-то не поджаривается. Тушится как будто бы. Я люблю поджаренный. Я не люблю тушеный какой-то, блин. Ну, конечно, это же антипригарная сковородка. Поэтому она, наверное, и не поджаривает. А я тормоз тут плохая. Бе-бе-бе. Видите ли. Короче, я поняла. Мне нравятся обычные боронговские сковородки. Как так? Мы вообще ни разу не мыли, что ли? А? Вот он. Где? Давай, открывай. Просто даже осомагал. Прикиньте, как это кофемашину купили. Мы один отсек ни разу не открывали. Он стоит запечатанный заводскими пломбами. 2 года этой кофемашине, да. И внутри вот не мыли. Мама мне что-то рассказала историю, что в кофемашинах даже червячки заводятся, потому что люди какой-то отсек не моют. И я сейчас Альберту сказала. Альберт говорит, да, говорит, тут есть какой-то отсек, говорит, надо его мыть. Через 2 года я об этом узнаю. Вот, какой-то отсек мы открыли. И чё, где это? Чё? Ну, грязно, офигеть, конечно. Так. А где там внутри? Вон там что-то... А если анда тоже червячки завелись, Альберт? Не щеп, закройте сервисную дверцу, ставьте контейнер для кофейни гуще. Ставьте поддон. Нет, можно. Давай, открывай. В смысле, она тут ангел. Давай посвети там, что посмотрим, покажем людям. Офигеть, какая грязища. И вот это мы не мыли, Достар. Плесень даже, видите, это белое, все это плесень. Прикиньте. И очень трудно его мыть. Я, короче, у меня вот такая зубная щетка есть. Это даже не зубная щетка, это от чего-то, я не помню. И вот я зубной щетки как-нибудь, короче, буду промывать все это. Итак, кофемашинку мы помыли, Достар. Вам тоже рекомендуем теперь мыть ее. В Ютубе посмотрите, как мыть. Вот тут дверка есть, видите, сбоку. Вот это открывается, да. Еще раз открой, покажи, пожалуйста. Открывается, и вот здесь вот обязательно вот это надо вытаскивать. Заварочный блок, оказывается, называется. И обязательно раз в месяц, оказывается, его надо промывать под проточной горячей водой, всякими разными щеточками, как я сейчас мыла. Иначе, говорит, там заводятся плесень и червячки. Но мы 2 года пили кофе с червячками и с плесенью. Кто у меня был в гостях и пил кофе, простите, пожалуйста. Сегодня я покупаю свою первую машину. Я так давно мечтала о своей личной машине. Мне постоянно говорили люди, типа, что вы не ездите сами за рулем?
Вот же машина есть, Альберт же дает. Альберт, во-первых, целый день за рулем на стройке, материалы ищет туда-сюда по городу, ездит, у него много дел, да, и ему всегда нужна машина. А мне нужна лично моя машина. Спокойно попасть там в ДТП. Алламахтан, конечно. Какой кутимя, они нам баша, Алламахтан, короче. Чтобы я могла спокойно сказать, это моя машина. Хочу царапаю, хочу в ДТП, там попадаю, да. Сейчас мне надо все это заново проходить, вождение, чтобы не испугаться в городе, не растеряться. Я, конечно, себе цель поставила Дуфтар. Осилить можно, но все равно вот мозг вечно чего-то боится. Но я сказала себе, никаких страхов. Ты должна меня уж за год научиться ездить как Шумахер. Если я через год не буду за рулем ездить в городе, вы мне, пожалуйста, напомните об этом и скажите, ты слабачка! Башкирская домохозяйка, не стоишь на своем слове, ты не держишь свое слово, ты трусиха. Почему-то я всегда хотела Деоматис. Я люблю прикольные вещи, интересные вещи. Не красивые вещи я люблю, а люблю прикольные. Одного человека ждут сколько людей, нянгбаши, блин. Договаривались вообще 8:30, что человек приедет. И мы машину заберем, договор заключим. Еще и плюс вайны поснимаем. Аллах Акбар! Этого человека нету. Прошло 1,5 часа, чтобы вы понимали. Мы ждем человека 1,5 часа. Прикиньте, вот какой безответственный человек. Вообще не люблю опаздывающих людей, да, которые вовремя не приходят. И безответственных людей не люблю. Типа гонит, бляха-муха. Че гнать-то, уже 1,5 часа прошло, бля. Ай-яй-яй. 1,5 часа прошло. Заберите, распишитесь. Не буду я забирать, заберите. Еще 50 тысяч скидка за то, что... Еще скидку делаешь? Я полный бак заправлю, Милюша. Нет, еще 20 тысяч скидывай за то, что ты опоздал, Инянгдынгбаши, бля. Че ты меня снимаешь, бля? Я помыл вообще-то, И че ты помыл? Наконец-то помыл был машина, который 2 yil yuvmagan машина. Отдам подписчику тебе алған машина. Қалдырайым әлі, отдам подписчику дегенде. И тоже разыграю Максименко. Қарағыдалі, еще біләгіз мен неме әп келген өдім, думает, наверное, за 1 миллион продает свою машину. Қарағыдалі, мана кейс қалаға, 2 чемодан қалаға. Прикинь, 2 чемодан! Думает, наверное, ақса бітаға нық купира. Фиг тебе, 20 тысяч скидываешь. Зинхар, вы очень далеко живете. Зато я на ней разогнался 140 километров в час. 140 Она умеет километров так в час, ехать. бля. Прости, пожалуйста. Ну, Милюша, блин, так не серьезно. делается Это дела, бляха-муха. Несерьезно, я согласен. Ужас, вообще ненавижу таких Первый, людей, последний блядь. раз. Всё, я не такой Столько человек. людей подвел. Ана Альфирма Альбертті қарай, тәмәкі тартып, бұрқылдап, туда-сюда юридер, бақырдар. Алардан мне попало, блядь. Я не отрицаю, моя вина. Офигеть. Нахуй. И больше я не буду вас не кормить, ничего, блин. Урал как тоже раз ты опаздывает. позавтракал. Хрен вам теперь. Не будете его жрать ничего. Сейчас быстренько договор оформим, да, вайны поснимаем, и все, Аллах Акбар. Договор на деньги отдать. Да. Походу деньги не дадут мне сегодня. 20 тысяч еще скидка себе. За то, что ты опоздал. Ладно. Альберт, еще 20 тысяч скидывай. За то, что опоздал. Вот в следующий раз урок будет, не будешь никуда опаздывать. Че, прямо здесь будем сделку делать? Какая-то братва-гамак. Братва-гамак, юлға тұрғандарда сделка істей берді. Тортайын әлі менің нервалар зашкаливает. О, боже. Бұл, короче, еще үйтмеға, неге кетіп бара? Қайда кетіп бараң әлі? Әлі қайда, Ситилге. Қасып кетіп бара. Алдайым. Баку. Бакуға кетіп бара. Мейінлі шеттерге. Псарияс. Псарияс. Көрсетейін ме? Көрсетер? Давай көрсет, не? А оның псарияс, блядь, қайда? В одном очень интересном месте у него псарияс. В самом интимном месте у него псарияс. Үйлендің ме? Үйленем. Теперь қара, смотри. Оны надо расклеить на 50%. Ну вот этот. И кто это будет делать, Инянгбаша? Я думал, сам я займусь этим. И еще перекинуть колеса, потому что с этими колесами на учет не поставят. И этим я тоже сам хотел заняться. Почему не этот? Кора, покажи самые крутые диски. И Во-первых, они золотые. Во-вторых, они широкие, по конструкции не подходят. У меня зима, я ее поставлю на зиму. Да. Ну все, давай. Да? Да? Милюша? Че? Перепаркуй, иди, мать за мной. Всем это твоя машина. Нет, я На не... автомате она? Я наняла инструктора. А, да? Потом перепарковаться буду. Перепарковываться. Так, сенің паспортың өзіңде бітеді? Иди, не ты что, что ли? Я же пошутила. Давай, охуре, перепаркуй. Блин, бұлар ышанып юл бойында сделка істерге береді. Альфер, давай ин енді, прости енді, Альфер, енілі білін нетті енді.
не сейсіп қой. Өткен бақыр қайнышым. Қайнышым мына больше всего мен мында қайнышымды жалко, блін. Жүрегім ярлайды бақырғынамды. Күзләріме бір қарауың жете, бүтін қайғыларым юғала. Әлі де сіз мені күттіңіз бүгін, әлі де сіз бар әлі дүнияда. Все, Альфер не злой? Помогло. Альферді фик нейтерхің растырағыш. Шайхли сабықтар қаты кеші бету. 130, 140, 150. Ладно, так уж и быть, 150. Что, не оштрафовали за опоздание? А мне реклама, что мне вот это все уже, которые я тебе должна была реклама, все, вот это реклама. Главное, я чтоб тебе ничего не должен. Забудь все теперь уже, дополнительная реклама. Я и так тебе мощная реклама, что я уже сколько раз, блядь. Помогаешь, Ты мне всегда должен уже, всю жизнь должен быть благодарен мне. Всю жизнь. До конца своих дней должен вспоминать башкирскую домохозяйку и благодарить меня. Надо срочно переезжать. Не благодари меня! Был, не отрицаю. Так, раз, два. Зачем я считаю? Считай, Если не. даже обманула, ничего страшного. Не, давай, посчитай. 20 мың алып қалырмын дегем, ярайын де елленем білін. Думаю, ладно, теге Сарьязын тегінде, теге орындаған ақса керек бе пеші. Вот так. Отпишитесь от Милёши, чтобы не смотреть эти новости. Ужас. Кипенде. По секрету сказал Кишигаенде. Об этом знает только моя жена и ты. Все. Теперь все знают, все подписчики теперь в курсе, где у тебя Псарьяз. Больше ничего не буду говорить. Поэтому он продал Матис. Теге орындағы Псарьязды лешеттерге ныққи батты. Бақулағына кіртлешеттілер. Нафталин. Нафталин ба? Нефть, блин, короче. Нефть менен? Ванна. Погружаешься в ванну, Малахатле. Погружаешься и лежишь в нефти специально вот так. Там, короче, суставы лечат, Елена Маккей. Ну, я все покажу. Там санаторий, прям специализированный санаторий против артроза, псориаза, кожных заболеваний. Ты чё, у нас такой санаторий Башкортостанда бар, дурачок, әлі қайда кетіп барахың? Урал келді! Оятсыз! Опоздун! Вот, опоздундар, бляха, муха, блядь. Сколько можно сидеть? Блин, Урал, какого черта? Давай себе не, блядь. Какого черта опаздываете, блядь? Салям, привет. Проспал, бляха, муха, сколько раз, блядь, я думала, ты У меня маленький ребенок, у меня... бляха, муха. Бұның маленький ребенок, бұның меня не волнует, это маленький ребенок старого дня, баштары, блядь. Это египтер, блядь. Человеки слова должны быть. Понятно? Или что там, люди слова, человеки слова. Офигеть, блин. Туалет там есть, что я видел туалет. Все знают, где что у меня лежит еще. Паспорт, хочешь паспорт покажу Милёше? Иди на ты, блядь! Аша давай! Ужасная фотка. Нормальная фотка. Так, сейчас быстренько начинаем, быстро снимаем. Ура, утром мало, ладно? Булхаман больше нашел там. Я сегодня в вашем распоряжении. Перекур на ходу перекуривайте. Очень быстро, ура, потому что, бля, еще реклама надо снять. Успеем. Успеем, типа, мне, сам знаешь, до обеда. После обеда у меня монтаж, все это. Все, Рахмат. Монтаж мне надо делать очень много. Так, а ГИБДДшник там нахрена? А, ГИБДДшник, вот смотри. Да. Документики можно? Кельвин Кляйн Гейвер екен. Максименко. Она все снимает, здесь вообще невозможно находиться. Смотри, Да. я вообще боюсь в туалет сходить. Максименко кульдак кия пропагандирует. Ой, ты какая красивая. Да? У меня мама девочку хотела же. Да, Да, в ты 89 году не было УЗИ, и все думали, что я буду Олесей. Потом я родилась, и 2 недели лежал без имени. И вот, ты Вот. до сих пор Олеся. Ты что-то не похожа на красную шапочку. Она красный. Вот, меня, Ну, бір шапочка гнайнде. Кульмяги нифига не вообще- красная шапочка. Тебе реально угодить меня, ну вообще? Как тебе угодить? Вот, а ты думаешь, как Альберту легко со мной живется? что ли? Охой. Вот ты спросил у Урала, он же со мной работал. Я приехал, он в слезах убежал отсюда. Урал, как тебе со мной работал? Честно скажи, как. Хорошо. Хорошо, верните паспорт. Алдахсы. Зато такую школу он получил. За месяца 2-3. Я шар! Опа, кем ол? Ники. Альберт Абыдық, бляха-муха. Ну надо же этот... Это у тебя такие были раньше или сейчас такие Были. же? Сейчас не такие, да? Сейчас пустые бидоны. Поэтому же я операцию... Я сам добровольно на это подписался. Все, это все ради вас. Подожди, ради туда контента. засунем давай что-нибудь. Носки. Давай, платочки. Вот. Будешь красавчик. Нормально? Красавица, да?
Красавица. Олеся. Олеся. Так. Ух ты! Вот, сейчас нормально, теперь Вот похоже. это двоечка? А смотри, давай еще побольше сделаем, да? Давай. Не. Наоборот, Давай, кавык давай, было. я за, давай. Наоборот, кавык было. Так Ну, давай, так, казак, да, но это уже не красная шапочка. же. давай. Ну вот именно, он Ну. такой выходит, я типа говорю, ты чё? Носки салдырган или халдырган? Халдер, наоборот, такой. Хараля, Хим, сделай акцент на его волосатые ноги, когда он заходит. С Мгм. носков начни, вот этих дурацких, Мгм. цвет носков начни. Офигительные носки. И прямо аяғынан башта с носков, и ушылай көтеріліп кетер керек, чтобы акцент на волосатые ноги еще Мгм. были. Да? Как Мгм. думаешь, так интереснее Мгм. будет? Ма? И романтическая музыка. Ага, И ага. лицо. Мгм, Был бы да-да-да. я еще бородатый, а ему. Так, это слюнявчик не Себе надо. оставь, ай. Так, я здесь в постели же А, лежу ты сейчас. же лежишь здесь, точно. Поэтому мы снимаем спальню. Все, давай, ехала. Стой, стой, стой. Это давай вон туда, засунь, пожалуйста. Сейчас я твои вещи открою. Вот. Дай хоть в зеркало посмотреть. Ой, да, блядь, да большой дом такой. Стой! Смотри, чтобы вот эти не видно Все, были. все, ладно, я буду контролировать. Опять покажу. Контролируй, ладно? Контролируй. Тамашаның жетекшісі решила предложить Максименко слезать мою рубрику «Один день со звездой». Я очень злая. Кто это, интересно? Офигеть, блин. Прикиньте. И если ты это сделаешь, я на тебя. Ты слышал? Если ты это сделаешь, я на тебя обижусь. И больше я с тобой ничего снимать не буду. Нахрен я это рассказал, блядь. Язык мой, враг мой. Вот так вот. Так что держите свой язык за зубами. Тамашаның. Кем тебе не снимет Тамашаның? Ильсор. Эльсер түгелінің бір қатын қайны. Радик, Радик. Угу. Я же узнаю, кто это. Представляете, мою идею слезать. Прикиньте, слезать. Кому не лень, все хотят мою идею, мои рубрики забрать себе. Даже Тамашаның Хужахе предлагает Максименко слезать мою рубрику «Один день со звездой». Иди, говорит, ты вот так сними, говорит, вот так, прямо точно, как у меня в рубрике «Один день со звездой». У меня просто нет слов, доктор. Нет слов. Все, короче, доктор, это моя машина. Но мы до сих пор еще договор купли-продажи не сделали. Прикинь, потому что этот опоздун не распечатал. И ГАИ сегодня не работает. Лемекей, короче, был алдан на меня. Зато ақсалды. Уже алдан. Міне еще в подарок, қора. Что это? Бысақ. Он не мешает у меня. Валберес коробкаларын ертасың да, мына былай. Валберес коробкаларын. Нормально? Аска нырешь, что ли? Это ключи, что ли? А я автоподзавод бар. Ой, бля. Басасына өзі қуабына Что, айдылына. серьезно? А это подогрев какой-то есть? Скажу, что есть. Все, доктор, это тачка моя. Скоро я буду на ней щеголять по городу. Аллах, если меня КамАЗ не собьет. Сдует ветром. Что, давай, будем снимать? Ехала. У нас съемки война. 150? За один юбилей. Да, за любое мероприятие. За любое мероприятие 150 тысяч. Мгм. Офигеть ты, бляха-муха, 17 лет. 17 лет я веду мероприятие. Нифига ты. Конечно. Здрасте. Эй, сам улыбся. Дурак, это Кто мой это? сосед. Не мой же. Он и так в шоке от меня, блин, думает, что это делает. 150 тысяч, блин, за один юбилей. Да? Юбилей, свадьба, корпоратив, 13 человек в среду, в мае, Боровер. А это недорого, блин. Нет, берут. И что ты такого делаешь, что, бляха-муха, Вот 150 когда тысяч? у тебя будет юбилей, ты меня закажешь, заплатишь мне 150 тысяч, и ты поймешь, почему 150 тысяч стоит. Да? Да? Я себе каждую копейку отработаю. А давай я тебе не заплачу, ты мне проведешь юбилей. Опять начинается, блядь. Я в этот день опоздаю, она заштрафанешь людей, давай. Керек Ты мне мені. бесплатно проведешь, и я тогда пойму, что ты за юбилей. Я тебе рекламу сделаю. Энергообмен был ратиш, энергообмен. Сен меңа ақша, мен сеңа іш. Сен меңа ақша, мен сеңа іш. А мен хиңе реклама, а хиң мне неме. Іш. Сен бигірек разыгрывать любишь людей. Урал пранкер года. Короче, если ищешь историю о том, что у Урала две жены, не верьте. Он всем подряд, сколько я его знаю, да, ходит и говорит, у меня две жены вообще. Еще блясызна? Одна, говорит, официальная, другая по Ай-яй-яй. никаху. Нельзя, говорит, официально две жены, поэтому бірісі никахта, екіншісі официально. Алдақшы. Алдаксы, блядь. Зависть А вокруг. сен не просто так говоришь, сен хочешь, наверное, именно две Я жены. тоже хотела это сказать. Он хочет, Земфира. Он всем всегда ходит, говорит, что у него две жены. И на полном серьезе говорит это и смотрит реакцию людей, между прочим. Значит, у него есть какие-то намерения. тоже угораю на эту You okay? Че, Земфир-то? Я и с ней так угораю. Типа говорят, две жены надо. Он хочет две жены, блин.
Был еще Шанган Максименко. Максименко это была. Часа Бля. два об этом думаю. Вот думаю, Да? вот повезло Кашига, две жены. Гульнаски, видишь, он тоже, видишь, какой, и он тоже, походу, дела хочет 2 жены, потому что он ходил, да, 2 часа облизывался и завидовал Уралу. И постоянно у Урала спрашивал, каково это, что ты с ними делаешь, говорит, как ты к ним ходишь, говорит, через день. Или, говорит, с одной утром, а другой Что про вечером. мой псориасан договоришь? Да не говори я про твой псориаз, все уже забыли. Короче, достар Максименко же этот, Бакуға едет. А я уже говорил же. Еріндегі псориазный лишь. Ну ладно, еще раз повторюсь, вдруг вы забыли. Урал мақтанып көрсетіп отыр. Вот я такой крутой рил снял. Шедевр, Шедевр шедевр. снял. Мақтанамын, Эй, просто мақтанып ваше мнение көрсетіп узнать. отыр. А вот знаете, что я хочу сказать? Вот такие рилсы он снимает только Бэби Тира, братишка она. А когда я прошу снять такие рилсы мне, да, вот, это правда. Почему так? Осуждаю. Чего осуждаю? Норм или стрём? Ну, блин, я же Это на камеру, стрём! я на камеру снимаю. И снимаю я эту целыми днями. А ГГ прям вот надо конвейером быстро-быстро делать. Конечно. Вот. Я конвейер, я китайский производитель. Это не отмазка. Я считаю, что это не отмазка. Да? Вообще не отмазка. Мгм. Всё, профессиональный телефон. Да. Хазыр телефон, хазыр 21 век, mana. Пиксельдар бар сюда. Пиксель-миксель у нас телефонда. Было бы желание. Понятно? было бы Вот так вот-то. желание. Желанием бумагасана, Да. бог тастамейхен. Я вообще токсичный, оказывается, человек. Сегодня да. Не, я по жизни токсичный человек, все так говорят. Токсиком. Токсик. Эй, мне У надо неё- группу создать. У нее, Мастера у неё токсика. книга, Мастера токсик. у нее книга лежит возле кровати, называется «Не ругайся и мирись». Да, я учусь мириться Но и она не, не и читала. не конфликтовать. Ну, чтобы эти книги помогли, их надо читать. Читать, а не Ну, просто да, ложить. Они просто, это же не впитывание какое-то. Я вместо подушки использую. Думаю, вдруг хенгер башима. Может быть. Какая крутая песня, Достар. Просто обалдеть. Бэби Ти, восходящая звезда. Үрлеп кеткені бляха-муха. Кіші тағаймен қыштаған. Танауын сүйе қыштаған. Мен ана сақырғайым деген уақыт білен. Отказал мне 2 раза. Не хочу, сказал. Лады. Элвин Грей даже молодец. Телефон на сообщение отвечает. А был, блин, Элвин Грейдан даже крут болып кеткен, блин. Эрлеріп кеткен. Башқұрттар. Как только әдіреккені көтеріліп кетсе, все, ұмыталар. Өздерінің туғандары. Мен туған түгіл, конечно. Но это, ұмыталар. Сабатағын түргеліп қойлар. Он сегодня хотел приехать. Просто без причин говорит, да, я сейчас приезжаю по Вега. Сюрприз сделал. Да, и не приехал, блин. Өрлендің ме, бебети? Үйрейдің әлек, блин, маңқаң ағып. Үстел ақтың. Вахтан айтайын, өте алдына үйреніп. Так, Достар, в Замане ресторан я всегда беру... Ой, это башқұрт, да? Нифига себе. А мен үйренген, что мында сенбісіз всегда говорят. Вон башқұрттарда что, между прочим. Мне вот этот салат с уткой, малиновым кремом. Рекомендую, Достар, уж салат-то офигеть вкусный. С уткой все вкусно. С кониной тоже вкусно. Короче, везде, бля. Котлеты из баранины и зеленого горошка. Блин, у фрахта екен, рахаттар. Еще вот это попробуйте. Татарский рибай из конины. Конечно же, татардар. Все блюда заманда иштегендер из конины в основном. Но конина это бұрын-бұрындан готовят башқұрттар. Давайте самовар. Самовар, отлично. Самовар. Мына қарағанда менің артымда көп самовардар, достар. Мен вообще келем был ресторанға, утром келіп ошы орынға. Отырғыз ошы орынға. Почему, достар? Бұнда можно без конца қысқырып отырған. А меня шуны қасарап кіреді? А ты кені қасарап кіреді? Медовый торт с мороженым из Катыка здесь есть. Здесь, короче, такое туфтар меню, да, офигительное, с нотками национального колорита. Пиш-пиш-мак кейк? Чизкейк ма? Чизкейк. Да? Фига себе. Ты будешь такой? Не, я не буду кушать. За маму, за папу. Еще мне это с собой, пиш-пиш-маки, 10 штук. Ладно? Сколько? 10 штук? А чё? Блин, вкусно. В смысле? Куда? Ты на меня не смотри. Куда 10 Лезут. штук? Я в прошлый раз, когда Гулия Валяхметова приезжала ко мне это, в гости, мен уже ресторан Замандан, пучмаки фри есть, детский меню, шуну заказала, и Гулия говорит тем, что это я сама делала. И Гулия такая, блин, холоденький, типа ашаны. Я не сказала, что с ресторана заказала. То же самое, когда я ваши войны монтирую, говорите, это я все монтирую. В смысле? Я тебе говорю, что ты Вайна монтируешь, но не сторисы же мои. Повторите, пожалуйста.
Салат с уткой и малиновым кремом, котлеты, самбар, макейку, бытия. В смысле? Я говорю, что ты мои сторисы монтируешь, а не вайны. Леша, вот я вообще никак не могу привыкнуть к вам до сих пор. Вот всегда, вот когда вот мы расходимся в толпе, да, там, я ищу, короче, вот, где-то туша ходит, там, бройлер, да. Туша, бройлер, или Маша, слышали, что говорит? Туша, Не, бройлер. не, душку ты. Обалдеть. Я сама к себе не могу привыкнуть, честно говоря. Мне постоянно кажется, что, знаете, я вот хожу и резко вот понимаю, что я похудела, да, и смотрю на себя, думаю, бляха-муха, я худая. А у вас не было такого вот? С утра встаете, зеркало такое. Было. Да? Было. Мен аптырамын до сих пор шулай. Пожалуйста, салат с уткой и малиновым кремом для вас. Ну вот это еще доктор попкорна. Из чего это? Из гречки. Вот так, короче, берут, да, и ты анау бардахун знаменитый шеф-повар какой-то, ты мына ушай, ты хибеля, мына ушай. Люблю просто этот салат с уткой, вообще малиновым кремом, вообще офигеть, обалдеть вкусно. Никогда не подумала, что утка с малиной сочетаться может. Пельмени доктор Урал заказал из конины. Великие спины. Еще обязательно попробуйте вот эти котлетки из баранины. Офигеть вкусно. Просто от колбаски. Он идет вот с таким вот зеленым. Емхерин, конечно, это, но там да. Плесень надо. Плесень гахша. Кстати, доктор, подпишитесь на их телеграм-канал Заман. Ссылку я вам оставлю. Почему на них подписаться стоит? Потому что, доктор, у них постоянно проводят всякие розыгрыши и акции. На скидки можно будет покушать. Ну, короче, разные у них всякие акции. И постоянные розыгрыши. То ужин там при свечах разыграют на двоих, то айфон, то еще алемаке. Был ресторан, да, даже никахтар открыли. Прикиньте, один раз мы пришли и не смогли зайти, потому что да туп-тулы ресторанда кишение. Мен, короче, бында келем дают, ошы салатты ашаем дают, и все туям. Кстати, достар, это ресторан, халяль. Что он біліп қойылды? Блин, я обожралась. Ушында кием гүл обожраюсь. Еще с собой взяла. Қысты алdım. Потому что нахтафле, азалет не ярата. Мен бында кием гүл қысты алам. И уж могла. Берите тоже, вам понравится. Я говорю, я поздно раскрылся. Мог бы сейчас еще лучше как бы, жить, да, в финансовом плане. Почему? Потому что кудым асылды, а менің кудым асылды слишком поздно. Потому что мен эдемен ишлер алдынан, я еще много работал. Но я там был, работал, но не понимал много нюансов. Но менің глаза раскрылись после того, как я с вами поработал. Вот так, понятно? Я многим раскрываю вот глаза. Я многим говорю, когда мы беседуем с ребятами, там спрашивают, там туда-сюда проработал. Я говорю, вот если хотите хорошо снимать, выстроить систему, жажда зарабатывать и үзіңді ялламәтке, а реально вот трудиться, надо Милеша Бэга барга, потому что она... Это как, Я наставник. Это как армия для видеографов, реально. Они тебя Понятно. оставят Я на место капитан. махом. Шуга, как бы всем рекомендую, армия, Милька, Советская Россия. Это вот закаляет вот одним словом. Когда ты полюбишь это страдание, в плане именно вот для тебя это уже как бы, ну, не знаю, как семечки грызть. Вот ты так. повседневно начинаешь жить, ты начинаешь в этом режиме жить и зарабатывать, и больше привлекать. То есть ты становишься продуктивнее. Да, потому что моя школа самая лучшая школа. Я опять приехала в швейный цех к Регине, где я отшивала свои костюмчики. Там надо решить кое-какие проблемы. И еще я же Альберту заказывала 2 толстовки красного цвета. Не 2, одну, короче, за Киара заказала, а одну этот Альберту ярко-красного цвета. Ткань футер, что ли, называется? Забыла, как ткань называется. Сейчас спросим. Такие классненькие толстовки. Я то на ты с Региной, то на вы, не знаю. На ты, короче, меня разрешили. Будем на ты разговаривать. Разрешили. Че, готовы мои эти, как там, флисовые? Да. Покажите. Флисовые, оказывается, доктор. Я, короче, перепутала. Да, спасибо. Регина по моему заказу отшила вот Альберту. Помните, я в тот раз вам показывала, она отшивает на этот роза хутор жде.
они заказали, прикиньте, вот такие вот флисовые костюмчики. Были же мы в Роза Хутор-то в Сочи. И прикиньте, вот, Роза Хутор сама заказала у Регины, прикиньте, в Уфе у нас отшивает вот такие вот костюмчики, и потом под своим брендом там продают. Да? Да, ну мы в тендере участвовали, мы выиграли тендер. Да, там нужно было Вот это постараться. флис. Ой, такой мягкий, заявить. хорошенький, вообще классненький. Дай-ка я померю. Я прямо Альберту хотела такой Так, ярко-красный. это XXL, это для Альберта. Это XXL, да? Да. Ага. Надеюсь, не влезет. Я раньше же Альберту покупала одежду, на себя мерила. И на размер больше покупала. Все, сейчас. А сейчас я не могу понять его размер. Не могу так делать. Блин, так качественно. А, вот щеки. 4X, вот для Альберта. Это вот это для Альберта. Вот это для Альберта. А, это для Альберта. А, это Ага. для- А, это для моего отчима. Я, короче, за Киара вот такой заказала, достав. Вот. Такой тепленький. Они вообще теплые, да. Смотрите, достар, какие рукава. Блин, может мне тоже такие отшивать мужские запустить, а, Регина? Нравится, А? да? Да, нашьем. Ну вы мне скидку делаете. Делаем. Делаете? А, Конечно. вот. Человек делает скидку, достар. А я даже не знаю, представляете вы? Это, короче, за Киара. А сейчас, короче, Альберт такой киев. Блин, может мне действительно тоже мужские такие запустить? Можно, да? Как думаете, пойдет в продаже? А, надо мониторить, у вас же там ребята Ребята, аналитику знают. сервис и аналитика? Да, да, да. В смысле не сколько? Вы же показываете. Ага, ты чё, а я сейчас потом обнаглею. Регина такая говорит, я говорю, сколько должна? Регина говорит, нисколько, вы же у нас заказываете. Говорит. Я говорю, а вдруг я обнаглею, и потом постоянно буду, а вот это мне шейте бесплатно, блин. Ну, мы скажем, когда уже это. Да? Когда уже сильно Всё, наглеть начну, да? платите. Смотрите, Достар, я вот такие вот хочу мужские выпустить, потому что действительно они очень теплые, вот этот флис, да, зимой прям для мужиков самое то. Везде его можно носить, понимаете, и в походы, и на рыбалку. Зимой, весной, летом, все времена года можно таскать вот эти костюмы, потому что, почему я знаю, потому что Альберт любит их, вот такие костюмчики флисовые, да, и он таскает их постоянно, и поэтому я у Регины вот такой вот заказала. И сейчас, короче, мне пришла идея, думаю, может, мужские такие сделать? Ну, мы вообще пробную партию можем отшить по 20 штук на размер. 3 размера сделать ходовые. И попробуйте, протестируйте на Wildberries. А вы вот на Вайберс не продаете? Нет. Нет. Да? Попробовать, что ли, мужское запустить. Ну, детская же, у нас детская. А со штанами, если я запущу, это не выгодно со штанами? Нужно отдельно, потому Да? что все равно, вот видите, наверное, у вас Альберт носит сверху 4XL, да? Да, он вверх только Они, носит. наверное, поменьше. И костюмам невыгодно. Он хочет, наверное, захочет отдельно заказать. А Ну да. костюмам как бы не... Это узкая уже аудитория будет. костюмам. Вот, видите, много чего нового узнаю. Мы знаем по наличию ткани. Здесь вот видите, ткань качественная. Мне очень нравится, что она приятна к телу. Да, А очень есть хорошая прям ткань. синтетика, прям голая синтетика, ее неприятно к телу надевать. Поэтому надо уточнить у этого поставщика, есть ли в наличии. Если есть, то привезем 3 дня, да, ткань? 3-4 дня. И небольшую партию мы быстро можем сделать. А какие цвета есть? Еще Последний раз красный. черный, красный, серый. Вот такой и нет? Ярко-синий. коричневый. Мне что-то вот этот прям Синий. водолазка мне так Есть понравилась. прям. потоньше, сейчас я покажу, как. Потоньше? А что, флис что, потоньше будет? Да, что ли? вот это вот, это тоже такого же качества, вот потрогайте, он такой приятный. А, Смотрите, а Это это детская потоньше, тема. блин. Действительно. Прикиньте, а я думала, только цвета это отличаются, а эта ткань потолще, обалдеть. Конечно, плотность отличается. Ага, плотность, вот я новое слово узнала. Плотность ткани. Это что, вы сами шили? Это детские или взрослые? Взрослые. Взрослая, да. Здесь Вот такой- Регина, короче, доктор, смотрите, вот такие курточки запускает, оказывается. Ну, мы их в Китае, это мы здесь образец разрабатываем. Ага. В Китае будете шить? Да, частично в Китае, частично здесь. Прикольно. Мои подписчики вам сказали челку убрать. Короче, Достар, помните, я в прошлый раз, когда Регина выкладывала, да, мне, короче, подписчики написали, такая красивая девушка, говорит, но с челкой что-то надо делать. Я, знаете, что заметила? Мои подписчики, оказывается, не любят девушек с челками. Вообще челок не любят. Помните Нафису? Тоже постоянно гнобили и хейтили бедную Нафису. Челку, пускай сострижет челку. Вот так постоянно на нее наезжали. И теперь вот увидели,
увидели Регину с челкой и опять начали про эту челку. Просто не укладывается самой. Да, Когда она не в укладывается. салоне укладывают красиво, она Ага. так вот делается как-то. Вот Регина такая молодая девчонка, такой бизнес ведет, свой швейный цех в Уфе, Магнитогорске. И сейчас вот отшивает еще в Китае. Представляете? Такая молодец, блин. А я, блин, в 45 лет только что-то начала. Вообще восхищаюсь такими девчонками, которые могут и хотят что-то творить. Вообще мне нравятся женщины-бизнесмены. Офигеть, как нравится. Но видно же, что Регина прямо любит свое дело, прямо горит своим делом. Молодец такая. Давай, ведь меня обещал песню, блин. Біреу өзіңдікі өтмей жатқан бір еріңді меня пойдет ол. Оның өтмеген жері жоқ. Прикол в том, короче, то, что Венелик на русском писал. Но біз башқұртшаға ендіріп алды немеге. Ладно. Ты обещал еге туде Иргуде или Алдан. Что делаешь? Тоже звучит. Ну тоже звучит, да. Ладно, давай. Ага, давай, пока. Вы что делаете с моими полотенцами, Янгбаштары? Что тут вообще происходит? А? Ничего не происходит. Чё? Ничего не происходит. А что полотенцелар делдігі? Ну как залезть мне, ведь мотор не я, не как залезть нам. В смысле моторныйға? Ну на балкаларға тоқтап істей аласа. Блин. Бұларын юып бола стиральный машинаға тығып. А балкой невозможно стирать. Тут происходит люстра, достар. Сейчас я вам покажу люстру вам. Бля, бұның еші бітәме жоқ ма, мен надоел уже бұнда келе беруге. Итак, достар, мы купили этот, как там, люстру. Везли из Китая целый месяц вот эту вот люстру, достар, да. Наконец-то довезли. Айфир, қорқмайсың ма? Ты без страховки, да? Где страховка? Страховка, я без страховки. Ты чё, без страховки кишерный что это? Ну, блядь, как? Техника безопасности! Ишкян барма, что это такое? А? Я вообще-то инженер по технике безопасности была раньше. Все забыли не так. Забыла весь он толбаткан, абсолютно весь. Ой, блин. Страшно, қараған енді высоталы альфертора. Обалдеть, да? Ну, пока что люстра такая, ничего не понятно, достар. Потом увидите, что будет. Там какие-то шарики должны быть. Должно быть очень красиво. Шарики. Такой цвет. Коричневый. Бухта она покрасила опять. Наши скамейки. Видите, что-то тяп-ляп покрашено. Ну, 2 раза покрасил. Не, улаю какой-то развод там. Ты что, не знаю, что сделал? Вот скамейка коричневый цветка покрасил Альберт. И колодец покрасил. Колодец вот такой вот цвет покрасил. Надо было одинаковый цвет покрасить, Альберт. Я это колодцевый цвет, колодца. Цвет колодца. Ну, вот который... Смотрите, тут как лег этот цвет, а тут как лег. Ну, Два разных цвета. Почему? не знаю. А? Не знаю, вот который коричневый был реже, это вот эта краска есть. Офигеть. И вон там, дровяник. А? Дровяник. Бұл мақтанание іштеріме немеш такая. Конура. Конура. Собачья конуру построил Альберт. Вот такая вот будка. Для чего это? Барышик насып курать, не макиянда. Это для чего вообще? А, дрова хранить, вот эти дрова, инструмент будешь хранить. А бында қышқыған чешек тошоқ, енің бесіне ана бесе үйіріп ата даже. Жүрсін. Офигеть. Вот чешек тошоқ, бұнда Ну, дровеник. ерлеп тұрған еш бетінде ол. А? Ерлеп. А дрова как будет сохнуть? Ну, қышқыған қарин әлі. Блин, а нафиг тогда он нужен был? Надо было просто не блин. Это же, ну, чтобы ерлерге должен быть кислород где-то ходить. Вот. Чешек тошоқ енді. Мне кажется, все равно был беседканың. Мына ондағар қояш төшесек. Кішінесе отырыр екен қояшта. Альберт? Ну, или закрыть некрасиво будет. Ну, закрыть некрасиво будет. Оша рейкалар ман явырға, что ли, оша айтыр. Он тогда некрасиво будет, ну. Рейка ман явалар да хан. Или урмәлі гүл ебәрге, урмәлі гүл қасаны сейінді. Офигеть, одым поезд ал. Одан тут был хадыр қысқалар, өлек ол міне по 200 вагонов был. Вообще одымны. Элек бит Гастеллода переезд бар еді. Обалдеть. Шunu көп көйті отырайды қысар кетерге. Ждем, достар, хаман. Ана машиналар өйліп кетті онда. Біздің артта ала машиналар. Урал отыра біздің артта. Телефондан әлі қарағылар. Бірінші вагонда өттірін. Писая звонит, наверное. Мы тут с Уралом вообще подумываем курсы по блогингу начать после Нового года. Ну, это пока задумка наша. Пока думаем, доктор. Может быть, и начнем курсы
по блогингу. Давно я, конечно, думала о том, чтобы запустить курсы по блогингу. Еще года 2 назад я запускала курсы по блогингу, продавала этот курс всего лишь за 5000. Это была очень смешная цена. Меня, конечно, уговаривали, чтобы я поставила сумму хотя бы 25 или 30, да. Но я ни в какую не соглашалась. Почему не соглашалась? Потому что хотела, чтобы оно было доступно всем, чтобы любой мог купить этот курс и научиться у меня, как вести блог. На самом деле, да, честно говоря, я вообще не считаю себя специалистом, и даже какие-то знания я думаю, что не могу дать. Просто я могу поделиться только своим опытом только могу поделиться. Еще когда вот такие вот курсы продаешь, да, многие начинают там типа, а что так дорого? Что такая огромная сумма? Вы что, офигели, что ли? Вот такие слова начинают говорить. Никто не задумывается о том, что вот этот вот, чтобы курс запустить, да, во главе будет стоять продюсер, который очень большую львиную долю себе забирает. 2-3, если специалиста, да. Отдел продаж. Там целая команда набирается. И чтобы окупить расходы этой команды, приходится такую сумму ставить на старт. Если бы я одна разработала этот курс, я бы одна разрабатывала, наверное, в течение года. И если бы я даже в течение года разработала, и я бы вот этот свой труд целого года, который потратила, я бы тоже не захотела задешево продавать.